Добрый день, поважанае спадарства. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Гэта IT-прадпрымальнік, чалец асноўнага складу каардынацыйнай рады Максим Баграцоў. Максим, прывітанне. Здравствуйте. А таксама прадпрымальнік, грамадскі дзеяч Іван Шыла. Іван, добрый дзень. Добрый день. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта прапанова Віктара Бабарыкі, уже у пэўным сэнсе другая прапанова наконт стварэння партыі «Вместе разом». Апублікаваны на сайце штабу Бабарыкі яго зварот, у якім ён заклікае людзей вступаць в эту партыю, удзельнічаць у яе фармаванні. Я хочу прыгадаць, што пра стварэнне гэтай партыі было абвешчана 31 жніўня летась упершыню, самы, як бы мовіць, разгар пратэстаў, самы разгар рэвалюцыі. Ну, цяперашні этап разгарам як бы не назавеш. Максим, у чым цяпер, у цяперашняй сітуацыі, у чым як бы звыш мэта гэтай партыі? Ну, зразумела, там у звароце і сказана, што аб'яднанне сілаў, якія за перамены, але як бы тэхналагічна, што гэтай партыі мяркуецца зрабіць? Технологично. Я думаю, что первое, о чем я хотел бы сказать, что фундаментально цель не поменялась. Цель такая была и летом, она такая же и сейчас. Это улучшение жизни в стране, это модернизация политической системы, и это использование всех возможных законных методов для того, чтобы этого добиваться. А когда мы об этом говорили в сентябре, в августе, то да, не все восприняли это однозначно, потому что это был пик протестов. И для многих наших сторонников в том числе было ощущение, что другими методами можно продвигаться вперед быстрее. Сейчас, когда на дворе март месяц 2021 года, я думаю, что гораздо больше людей сейчас подключаются к другим методам работы. И при том, что задача осталась та же самая, партийная структура, по идее, нам должна помочь самоорганизовываться дальше и разными методами законными продолжать настаивать на своей повестке. И тут очень важный момент, о чем нужно сказать, что партия объединяет тех людей, которые готовы публично заявлять о своем мнении, которые не хотят бояться высказывать то, что они думают, и хотели бы продолжать движение вперед, продолжать борьбу. Вот, собственно, об этом было и в манифесте, в заявлении, которое пришло к нам от Виктора Дмитриевича. И на этой основе, собственно, мы и объединяемся. Мы считаем, что бояться нельзя, и нужно продолжать работать. Іван, у вас вялікі досвед удзелу у розных палітычных арганізацыях. Вы і ў Народным фронте былі, і, здаецца, былі аднім з лідараў Маладога фронту. А як бы, што павінна рабіць такая арганізацыя? Чым яна будзе практычна займацца? Ці размова ідзе пра тое, што можа прымуць новую канстытуцыю, магчыма, там будуць парламенцкія выбары, партыя можа паўдзельнічаць у выбарах. В принципе, ва ўсім свеце партыі – это як бы інструменты барацьбы за ўладу праз электаральны працэс. Але які працэс в Беларусі электаральны, як бы мы больш-менш ведаем. Так вот, у Беларусі, у цяперашняй сітуацыі партыя, яна, як бы, чым людзі будуць займацца? Вступіў чалавек в партыю, и што далей ён будзе рабіць? Я хочу сказать, что я не был в партиях, не был в Народном фронте, а в партию «Разом» я сегодня подал заявку, что хочу отметить. Мне, в общем, нравится сама инициатива, да, потому что это, она дает ответы на некоторые вопросы, а чем люди будут заниматься, во-первых, в Беларуси сам
процесс регистрации партии – это уже занятие, да, и не только процесс регистрации, но просто посмотреть, то есть партия даже отделить там сторонников и, может быть, активистов, которые готовы на более широкое и полноценное участие в каких-то процессах. То есть если сейчас окажется, что 10 тысяч человек готовы присоединиться в партию, это уже событие. Это хорошая вещь и для тех 10 тысяч людей, и для всех остальных. Вот. И я не вижу никаких противоречий, если партии должны участвовать в выборах, то в Беларуси они тоже могут участвовать в выборах. То есть, конечно, есть история про то, что, может быть, в мае начнутся перемены. Но если вдруг они начнутся в мае, то, наверное, следующая электоральная кампания – это местные выборы, и в которой, мне кажется, нужно участвовать, пробовать. Я понимаю все ограничения, которые могут возникнуть, в том числе начиная от регистрации. То есть это очень сложный процесс. Маловероятно, что регистрация будет получена, но это не значит, что партии не нужны и не нужно пробовать их создавать. Это хорошее действие для сторонников и хорошее действие сейчас, когда немного сложно с уличными протестами, но людям хочется быть вместе. Тут не такая перекличка с названием партии, но правда хочется быть вместе. То есть я сегодня вот заполнил заявку, почувствовал это, да, что вот я как год назад заполнял заявку на участие в инициативной группе Виктора Дмитриевича Бабарика. Я сегодня вот почувствовал примерно такое, что я тоже хочу участвовать, мне нравятся его инициативы, мне нравится предложение его команды, и я надеюсь, другие люди тоже это чувствуют. И когда мы будем видеть, что нас много, пусть это не на улице, да, пусть, но мы вот вместе встали под этими ценностями, которые написаны. Они вроде бы простые и банальны, но тем не менее, да, мы сделали это действие. Я не вижу пока тут больших минусов и противоречий. Почему не нужно этим заниматься? То есть идея хорошая, и теперь мы можем просто говорить знакомым, что вот теперь у Виктора Бабарика есть партия. Это продолжение той работы, которая была раньше, и, естественно, той работы, которая будет. И помимо выборов есть же много вещей, которые можно делать от имени партии. Для людей, я думаю, тут классный момент в том, что сейчас власти пробуют сказать, что это какие-то радикальные группировки, да, и как будто ставят их вне закона. Ну, чуть-чуть сложнее сказать это про партию, да, потому что партия, про это, я понимаю, что там могут быть разные потом истории, как это будет интерпретироваться, но тем не менее партия — это никакие не радикальные группировки, это законный путь. Вот люди объединились и хотят, чтобы их интересы были как-то представлены. Максим, ну зараз у Беларусі дзейнічае Беларусі за яе межамі за межа у Беларусь дзейнічае шмат усялякага кшталту структураў і арганізацыяў. Это і штаб Светланы Тихановскай, это і народнае антыкрызіснае кіраўніцтва Паўла Латушкі, гэта і традыцыйныя партыі таксама нікуды не падзеліся, Аб'яднаная грамадзянская, Беларускі народны фронт, беларуска-хрысціянская, сацыял-дэмакраты. А вот як бы чым сэнс з'яўлення новай партыі і як яна будзе впісана вот в этот як бы ландшафт организационный? Юрий, ну, во-первых, Ивану огромное спасибо. Он очень, вот просто слушать его было очень приятно. И по поводу того, что он в нас поверил и вступил в партию, и теперь подал заявку, теперь будет продолжать быть частью нашего движения. И мне кажется, он сказал очень важную вещь, что нас всех объединяет одна цель – это максимально быстро установить законность, установить право закона на территории Беларуси. И мы, на самом деле, воспринимаем это как неотъемлемое право, как и свободу слова. И если вы посмотрите, где мы образуем все наше движение, а это в основном на территории Беларуси, какие мы ставим перед собой задачи, а это прежде всего политические кампании, которые проходят. Да, у нас узенький закон, но он есть, и мы будем его проводить вот по этому узкому закону. Да, нас всех пугает, что власти закон соблюдать не будут, и все равно будут использовать это в своих интересах. Мы просто не считаем, что бояться этого и принимать это главным образом во внимание, менять нашу модель поведения – это правильно. Бояться неправильно, отказываться от возможности говорить неправильно, отказываться от своих идей тоже неправильно. И когда вы задаете вопрос, в чем нас отличает или объединяет с теми силами демократическими, которые уже сейчас действуют, конечно, в первую очередь это те активности, которые можно проводить на территории Беларуси. А у нас есть у всех, наверное, общая цель, включая власти. Власти тоже говорят сейчас про модернизацию.
Люди, которые работают сегодня в государственной системе, я уверен абсолютно, им тоже это не очень комфортно, то, что сейчас происходит. Каждый белорус в Беларуси – это белорус. Мы хотим объединить общество и двигаться вперед с тем, чтобы все-таки право закона было восстановлено, право и закон, справедливость была восстановлена, с тем, чтобы политзаключенных у нас не было, они были все выпущены. Вот эти все задачи на территории Беларуси мы будем продолжать ими добиваться всеми возможными способами. Іван, от у крытыцы гэтай ідэі партыі прагучаў такі тэзіс, убачыў дзесьці вот в Фейсбуку хтосьці напісаў пра тое, што яны пададуць, значыць, тыя самыя спісы людзей, спісы чальцоў сваёй партыі, значыць, у Міністэрстве юстыцыі, там з прозвішчамі, з адрасамі. Вот по спісу, так бы мовіць, спадар Карпенкоў, птушкі расстаўляючы, будзе проста ўсіх, так сказаць, збіраць свой там ці то на Кресціна, ці то в этот лягер для востракапытных. Ну, маўляў, так бы мовіць, дапамога яму ў працы, каб не напружваўся там спісы складаць, а тут для яго адразу складуць, вот покладуть на стол. Что вы можете сказать на это? Сейчас просто, если таким образом мыслить, надо очень много списков создавать в стране. Это же как бы не единственный, их очень-очень много, и, ну, возможно, да, возможно, таким путем государство пойдет, возможно, нет, но как бы люди же все взрослые, все четко понимают, когда мы живем, какие могут быть последствия, и как бы, я, например, в этом не вижу проблемы, то есть я говорю о каких-то вещах открыто, не собираюсь там уезжать и получать какие-то беженства, то есть собираюсь приехать в Беларусь в следующем месяце, никаких проблем не вижу, если, ну, то есть списков можно создавать очень много, и, ну, есть ли смысл из-за этого отказываться от каких-то простых вещей, ну, то есть можно ли вообще сейчас просто сказать, время сложное, давайте сделаем вообще большой перерыв на полгода, как будто ничего не было. То есть вот Карпенков, он же лютует сейчас, может, он через полгода успокоится, может, станет по-другому как-то, а поэтому мы сейчас ничего не будем делать. Ни флаг в Инстаграме не запостим 25-го, потому что тоже можно попасть в какой-то список, ни пост не напишем, ну и вообще, в принципе, ничего не будем делать, потому что сейчас опасно. Ну, наверное, такой вариант есть, но я как бы думаю, что он не очень хороший. Я хотел бы добавить здесь, что, конечно, мы не можем людям запретить нарушать закон. Если они это делают, они это делают. И запретить нарушать нормальные нормы человеческого обращения и общения тоже мы запретить не можем. Но мы можем высказывать свое мнение и свои идеи. Можно посадить человека, можно задержать человека. Очень сложно задержать идею. И в данном случае мы просто чувствуем, насколько это все равно очень сильно в головах всех белорусов. И они все требуют какого-то действия в рамках закона, в рамках возможных, так сказать, действий на политической арене. Вот, собственно, для чего мы это делаем. Мы делаем для того, чтобы у них была возможность таким образом участвовать и двигаться вперед, участвовать в жизни страны. Иван, ну вот в теперешней ситуации, ну, скажем так, не подъему, может быть, еще больше гучными стали голосы за то, что вот как бы лидеры протесту, лидеры оппозиции, коли вернуться до гэтага термину, ну, повинны быть адзіныя, вот повинно быть адзінства. Вот на мінулым тыдні палітык Ольга Карач выступила с прапановай, значит, стварыць такой как бы адзіны ці суперштаб, ці нешта такое. Вы у себя в Фейсбуке ее даволі з'едліва патролілі, ну і ўвогуле спрэчкі былі вакол яе прапановы. Але ну, в этом сэнсе ідэя это не яе ўласная ідэя. Вот, трэба адзінства. І паколькі вот зараз сітуацыя такая, што як бы, ну, можна сказаць, там пэўная пауза палітычная, ці адліў, ці што, вот ёй патрэбнае адзінства. Вот на ваш погляд, вот партия, она как бы спрыяе адзінству ці не? Ну вот Тихановская вступить в партию вместе, Латушка вступить в партию вместе, ну вот наўрад ці. Так это как бы, а як же с адзінством? А это разные вещи, мне кажется, немного. Ну то есть... Помните, может быть, раньше, чтобы создать Рух за свободу, надо было взять немного активистов УБНФ, там, да, то есть, чтобы создать новую партию, надо было обязательно
у другой старой партии как-то их там поделить, распределить. Тут же так вопрос не стоит вообще, в принципе, и мне кажется, мы говорим о просто широком движении за гражданские права, да, формы могут быть разные, это могут быть партии, организации, инициативы, это могут быть личные какие-то действия, и я просто не вижу никакого противоречия. То есть то, что делает Ольга Карыч, это немного другая история. Мне кажется, если бы Ольга Карыч создавала там свою партию и написала четкие, понятные цели, никаких проблем и никакой критики бы ее эти действия не вызывали бы. Ну, по крайней мере, у меня. Другое дело, когда она пытается там засадить Тихановскую за стол с собой. Скорее так это выглядит. Это не какая-то широкая встреча, это скорее встретитесь со мной, признайте меня лидером. Ну, наверное, это не про партийное строительство, это не про партию, это не про созидательную инициативу. Если бы у Ольги появилась партия, наверное, нашлись бы люди, которые бы в нее вступили. И я вообще не вижу, как это противоречит тому, что есть Светлана Тихановская, да, за которую мы голосовали летом, что есть Виктор Бабарико, что есть НАУ, что есть Павел Латушко, что есть честные люди и что есть Байпол. Ну, то есть это же разные структуры, не надо как бы искусственно всех объединять в какие-то вот я не знаю, президиумы, еще что-то, что вот все должны там быть, вот все должно построить иерархии, да, и все должно быть вот очень-очень четко и понятно. И если есть партия, то тогда должны вступить все. Ну, как бы нет, то есть я, честно, не вижу тут противоречий, и вот эту новость утром я просто ее прочитал, там много моих знакомых в Инстаграме ее запостили, я перешел по ссылке, все почитал, я, правда, даже не рассматривал это в контексте какого-то соперничества, либо претензии на чье-то лидерство, оспаривание лидерства, да, что вот, может быть, теперь там будет партия, а не штаб Светланы Тихановской. Мне кажется, это другая история, и у всех, в принципе, есть общие цели, есть широкое движение, и каждый может в этом широком движении создавать свои инициативы. А Ольга Карыч — это не про создание инициатив, это про искусственные какие-то круглые столы с признанием именно ее статуса. То есть, скорее, тут объединение нужно не тем людям, которых она призывает к объединению, а самой Ольге Карыч для внимания и подтверждения ее статуса. Ну, не знаю. Ну, добре, тоді ми на певний час про її забудемо, а поговоримо все-таки про ідею партії. Максим, ну, я так розумію, що для многих людей, які от долучилися до гэтага, яны долучаюцца таму, што яны за Бабарыку, яны падтрымліваюць Бабарыку, падтрымлівалі Бабарыку. І яны разумеюць, што гэта партыя будзе за спыненне палітычных рэпрэсіяў, за вызваленне палітвязняў. А вот што тычыцца каких-то больш дакладных, больш вызначаных накірункаў, то я так разумею, што праз пэўны час з'явіцца праграма партыі, бо в этом адрозненне все ж таки як бы партыі ад шырокага руху. Шырокі рух можа як бы асабліва мэты і не выставляць, ці выставляць вельмі вузкія мэты. Вот, скажем, леташні пратэст, в принципе, по сутнасці, давайте мы уберем Лукашенко, вот давайте Лукашенко сыдзе, ну, власна, вот и все. А калі ствараецца партыя, то партыю, ну, нельга абмежаваць. Я разумею, что вы зараз не можете выкаціць, так сказать, вот як бы всю программу, магчыма, яе пакуль і няма, але вот вы могли бы все ж таки как бы сказать, ну, какие-то агульные накірунки, вот что в программе партии, як вам она бачится, что все ж таки вот на запыты вот як бы людей, як яна, ну, прикладно, хотя бы, я кажу, эскизно, вот люди будут пытать, а ваша партия, а за что она? Вот вы про что? Какая у вас программа? Ну, понятно, что отказом не может быть вот такой том, но вот раз, два, три, принамсі, вот основное. Можете сказать? Попробую. И, Юрий, я вот что хочу сказать, что выкатить программу, на самом деле, с моей точки зрения, дурное дело не хитрое. Выкатить программу, которая по-настоящему объединяет людей и двигает нас в то, чтобы мы вместе делали какие-то действия и действительно работали и делали нашу жизнь, страну и все остальное лучше. Вот это гораздо сложнее. А написать абстрактный документ, в принципе, много людей, которые делали это и раньше, могут сделать это сейчас. Поэтому один из моментов, которые мы обозначаем сейчас,
что есть некоторое количество принципов, которые для нас абсолютно нерушимы. Например, принцип свободы, принцип того, что должна быть прозрачность, честность, открытость того, что происходит, как мы делаем все, что мы делаем, как мы организовываемся, как мы собираемся. Уважение к оппонентам – очень важный принцип, чтобы не было какого-то, знаете, у нас сейчас достаточно сил, которые работают на разделении. Мы не хотим быть еще одной силой, которая работает на разделении, особенно используя какую-то риторику, которая, на наш взгляд, совершенно неуместна. Но дальше вы абсолютно правы. В любой партии появляются элементы идеологии. И что важно, что вот конечные формулировки, они как раз будут приниматься теми активистами, которые сейчас за достаточно короткий промежуток времени к нам подключатся. И мы на них, собственно, эти формулировки будем отрабатывать, потому что часто тут даже не вопрос, за что мы выступаем, а иногда, каким образом мы об этом говорим, чтобы всем было понятно, на самом деле, о чем идет речь. Пример, да, вот я сейчас буду про какие-то ценности говорить, и вот даже использовать какие-то вещи, на которые мы уже получили обратную связь вот в первые буквально дни. Мы считаем, что очень важно, чтобы во главу угла одна из вещей, кроме свободы, ставилась то, что мы хотим, чтобы росло благосостояние белорусского народа, всего. Потому что иногда обвиняют черти в чем, что это будет олигархическое государство, или там, что сейчас все продадут России, или все продадут Западу, или еще туда, или сюда. Мы говорим про независимое белорусское государство, в котором благосостояние должно расти. У нас этого не было последние, наверное, 10 лет. Это очень большая проблема. Мы считаем, что вот этот вопрос можно решать. Его можно решать эффективно. За счет чего? За счет придания определенных свобод бизнесу. За счет того, что у нас будет все-таки верховенство права и закона, и это позволит привлекать более активные инвестиции, чтобы богаче становились прежде всего все. И тогда не нужно бояться, что будет повышение эффективности отдельных госпредприятий, потому что, конечно, будет возможность иметь какие-то деньги на социальную поддержку. Это очень важно. Для нас тоже. Точно так же, как, наверное, для любой другой демократической силы. Да, у меня кто-то может спросить, слушайте, скажите конкретно, какая будет ставка налога, но это немножко преждевременно. Но тот фактор, что все люди, которые сегодня заняты в государственном секторе, у них должен быть план по тому, как их благосостояние будет расти, это очень важный элемент. Да? И элемент свободы, где все белорусы могут делать и свои таланты применять максимально получать сами от них пользу, максимальную приносить пользу стране, своему обществу и так далее. Вот эти вот принципы, они очень для нас важны. Естественно, что есть, наверное, какое-то количество вопросов, которые более узкие, более тонкие, они могут разделять. Некоторые из них даже сейчас не очень высоко на повестке. Например, мы когда общались с несколькими группами людей, которые нас поддерживают, часть вопросов нам казалось будут очень важные, оказалось, что нам дали обратную связь, сказали, ребята, это сейчас на самом деле, наверное, не самые важные вещи для нас в 2021-2022 году. Вот таким образом и будет потихонечку выработана и более четко сформулированы детали программы. Общие тезисы, конечно, сейчас уже есть. Ясно. Добре. Дякую велике. Дякую велике, Максим. Дякую велике, Іван. Жадаю вам поспіхів. А нашим слухачам я нагадаю, нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть розвиватися події далей, у тим ліку і з партією «Вместе», яны могуць разам з намі вместе сачыць на YouTube-канале «Свобода Премиум» і в Тэлеграме «Свободы». Дзякуй вялікі. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.